централом власти крымских ханов являлась Тарах-Тамга, или как ее еще называют, Трезубец. Хаджи Герай, потомок Чингисхана и первый крымский хан, утверждает Тарах-Тамгу как государственный герб. Теперь ее можно видеть в различных ее модификациях: на ханских грамотах, ярлыках, на фасадах и порталах ханских резиденциях, многих городских воротах и легенде монет Крымского ханства. По одной из версий, Тарах-Тамга досталась Гераям в наследство от Джучи, первого сына Чингисхана. В Средневековье у тюркских и многих других народов был широко распространен родовой знак Тамга. Он свидетельствовал как о происхождении, так и о принадлежности к определенному роду. Тамга переходила по наследству, а потомок, в свою очередь, имел право добавлять к ней дополнительный элемент или видоизменить ее. Тамга изображалась на личных вещах того или иного рода и служила символом собственности. Ею метили скот, дорогую утварь, фамильные вещи, драгоценности, документы и книги. В качестве прототипов тамги выступали простейшие геометрические фигуры. Это могли быть круг, квадрат, треугольник или угол. Возможно, прототипами многих знаков были тотемные животные, птицы или другие символы, восходящие еще к родоплеменным отношениям. Исследователь родовых тюркских знаков, крымско-татарский историк, археолог, востоковед, лингвист, этнограф Осман Акчакраклы возводит значение слова «тамга» к понятию «след». В более узком значении след, оставленный каким-либо инструментом. Именно Акчакраклы летом 1925 года собрал примерно 400 тамг в различных местах Крыма. Собранные Акчакраклы знаки были обнаружены в основном на надгробиях в северной части Крыма. На надгробиях не было ни имен, ни дат смерти, но на каждом надгробии присутствовали тамги, которые указывали, какому роду, клану или семьи принадлежал покойный. У тюрков большое распространение тамга получила в период могущественной империи чингизидов. Она строго закреплялась за определенным родом или кланом и передавалась по наследству от рода к роду, от отца к сыну. Фамильный герб своим соратникам даровал сам Чингисхан. Тамга может рассматриваться как единственное звено, связывающее племена, кланы и семьи, разделенные временем или географически. На контролируемых золотоордынскими наместниками территориях в странах Средней Азии, Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Кавказа и Крыма большим авторитетом пользовался документ с ханской печатью, то есть с тамгой. Имел свою тамгу и род Исугея Богатура, отца великого Чингисхана. По преданию, именно эта тамга в несколько измененном за века виде перешла крымским ханам. Историк XVII века Абдул-Гази в своем труде «Родословная история о татарах», размышляя о происхождении и значении Тарах-Тамги Чингисхана, приходит к мнению, что родовой герб символизировал гребень, которым предки великого Кагана каждый раз старались причесать внутренние конфликты в своем народе, если таковые возникали. Но нет никаких фактов, подтверждающих, что родовой знак имел отношение к гребню. Сегодня историки стремятся понять значение династической тамги Гераев, разгадывая семантику, склоняются к разным версиям. Некоторые видят в ней единство хана, Калги и Нуриддина. Но это явный анахронизм, так как должность Нуриддина была утверждена в Крымском ханстве гораздо позднее самой тамги, уже фигурирующей в письменных источниках. Другие полагают, что трезубец символизирует весы, знак справедливости, или видят в тамге единство трех племен, которые участвовали в этногенезе крымских татар, что малоубедительно, так как трезубец встречается довольно часто в качестве родового знака многих тюркских племен и родов. Крымский историк Рифат Куртиев считал, что фамильная тамга не что иное, как стилизованное изображение орла или сокола. К сожалению, однозначной версии происхождения и значения этого родового знака, имеющего, несомненно, глубокие корни, на сегодняшний день нет. И историкам еще предстоит интересное открытие в этом направлении. Что же касается дальнейшей судьбы герба крымских ханов, то после распада Крымского ханства в 1783 году он становится национальной эмблемой крымских татар.
Впервые после февральской революции в 1917 году на первом Курултае флаг голубое полотнище с Тарах-Тамгой был утвержден как государственный символ. Гораздо позже, 30 июня 1991 года, на втором Курултае крымско-татарского народа флаг с тамгой был принят в качестве национального. Родовой герб крымских ханов Тарах-Тамга и голубое знамя Кок-Байрак – один из символов тенгрианства, олицетворяющий чистое небо и свободу, сегодня отражает национальную символику крымских татар.